Кто за решение комитета, прошу голосовать. Против, воздержался. Спасибо, решение принято. Депутатами принимаются поправки в республиканский закон о бюджете на текущие и плановые 18 и 19 годы. Эти изменения стали необходимостью и результатом пополнения образовательного звена региона еще несколькими школами и детсадами. В бюджете дополнительные средства на выплату заработной платы педагогическим коллективам и хозяйству и часть учреждений не были заложены, из-за чего возникли финансовые трудности. Как только федеральный центр дал добро, ингушские парламентарии приступили к корректировке закона. Бюджет скорректирован с учетом доходной, расходной части, с учетом дополнительных поступлений, с учетом дополнительных затрат, которые необходимо произвести. То есть мы его скорректировали, и в доходной части, и в расходной части у нас произошли изменения. А на какую сумму? Ну, если сказать, что ранее бюджет у нас был где-то на 800-900 миллионов, мы скорректировали его и в доходной, и в расходной части. Процедуру первого чтения законопроект уже прошел. Отзывы компетентных органов учтены. Комитет завершил работу по подготовке документа и просит принять его во втором и сразу же в третьем окончательном чтении. Мы на своем заседании, на своем комитете провели заседание комитета, определили необходимость внести данные поправки. Таблица поправок у вас имеется в компьютерах. Также у нас имеется заключение протокольной части правового дела нашего комитета. Комитет предлагает законопроект принять. Еще один проект закона, рассматриваемый парламентариями, о прожиточном минимуме ингушских пенсионеров на 2018 год. С докладом перед депутатским корпусом выступил министр труда и занятости региона, который отметил, что в следующем году сумма выплат не изменится. Пенсия, как и прежде, будет составлять 8 тысяч рублей. В 2018 году мы просим сохранить в размере 8400 рублей. Далее народные избранники приступили к рассмотрению законодательных инициатив, предлагаемых Госдумой и парламентами нескольких регионов России. Индира Манкиева, Рахман Цуров, Новости 24.